Но это не люди, которые не любят Россию. Они не любят вообще любого человека, который себя чувствует русским. Неважно, если он там грузин, украинец, русский, абхаз, серб, неважно. Важно, чтобы он себя чувствовал русским, за них это достаточно. Почему они так себя водят? Водят себя так, потому что их годами учили, очень хорошо учили, сначала изучили, а потом их учили ненавидеть русских, люди со Запада, которые готовились к этой войне с Россией очень много года. Делом тут виновна и сама Россия. По какой причине? Вот я то постоянно говорю и не устаю говорить. Проблем русского народа, проблем русского правительства, русских военных в этом, что очень быстро забивают плохо, что им делали, и быстро прощают. Нельзя так делать, и потому что вы прощаете своим врагам, они это считают за слабость, и потом возвращаются еще сильнее, еще больше желания уничтожить русских как таковых. Не только Россию как Россию, но прямо русских, своих, которые чувствуют себя русским. С 2014 года, особенно грузинский батальон, их было два, один почти полностью уничтожен в промзоне Авдеевки 2016 года. Они и тогда отличались зверствами, и украинцы, которые с ними сотрудничали, потом начали оформлять свои батальоны, карательные батальоны, и грузины за них были просто как, ну какие там, вот, боги войны. Ну, по сравнению с украинцами, я сражался с Да, вот я как раз, на Дэн, хотела передовой. спросить, вы с ними встречались? Да, мы встречались с 2016 года с одной группой 2014 у Широкино. Группа была маленькая, ее быстро уничтожили. Но 2016 была серьезная их группировка, один почти весь батальон в Авдеевской промзоне, которую мы тогда первый раз брали и забрали. И украинцы, они сбежали, но грузины, они как военные очень хорошие. Вот тут никто ничего не может там мне говорить, и как да, это они просто издеваются над бойцами. Нет, они воюют очень хорошо, и люди, которые забрали в плен, они не жалеют. Если русский, когда заберет в плен и грузина, и припадника карательного батальона, я зову, и ничего, ему сразу да первую помощь, хочешь сигарету, хоть, ну, старается как-то человеку помочь, и эти старались максимально издеваться над русским. И не только грузины, но грузины в основном были. А там много других есть, там французы, англичане очень много издевались над людьми, над нашими. Скажите, это садисты, это люди с измененной психикой? Ну, чтобы просто понимать, с кем сейчас нашим ребятам приходится встречаться на передовой, или это все за деньги, за то, чтобы предоставить видеоотчет и за это получить еще большие деньги? Вот в чем основа этой жестокости? Вы знаете, большинство в России называют их наемниками, которые будут работать и все за деньги. Но я только что говорил, что большинство их вообще-то работает из личного удовольствия. Конечно, у них изменена психика, они очень хорошо себе дают отчет, что делают, но они считают, что это все правильно и что русских надо уничтожать. Деньги у них это вторично, можно вообще на третьем там уровне. Им первое это уничтожить и русского, и отчитаться своим хозяевам.